Если кого-то сейчас зададите вопрос, что вас могут перевести, либо что малые подразделения, что это как бы все обман, нет. Но я спросил, мошенники они или нет, они сказали нет. В более чем 100 вузах страны продолжается вербовка студентов на контракт с Минобороны. СМИ сообщают, что до конца года беспилотные войска планируют набрать почти 80 тысяч новых солдат и в основном рассчитывают на студентов и срочников. Мы получили запись агитационной встречи в Удмуртском государственном университете, на которой сотрудник военкомата обманывает студентов, заманивая их на контракт оператора беспилотника. Меня зовут Иван Елисеев, и перед тем, как я покажу вам отрывки записи, я прошу вас подписаться на канал. Кампания по вербовке продолжается в десятках регионов, и чем больше людей увидит это видео, тем больше молодых парней не попадутся на удочку Минобороны и сохранят свои жизни. Итак, несколько недель назад студентов одного из институтов УДГУ сняли с занятий и проводили в отдельную аудиторию. Там их поприветствовали представители ректората и офицер пункта отбора военного комиссариата республики. На записи он называет свое имя, это Вольных Владислав Сергеевич. Чтобы верифицировать его, мы нашли публичное выступление Вольных. Можете сами сравнить голос человека в кадре с голосом на записи. Уже по специальности, по должности, на какую должность он назначен, то либо это будет оператор, либо инженер-сапер. Должностей много. Каждый проходит обучение именно по своей должности. Товарищи, всех приветствую. Я офицер пункта отбора на военную службу по контракту, лейтенант Вольный Владислав Сергеевич. Да, как сейчас вам уже довели, Министерство обороны комплектует новый род войск. Это не одно подразделение, не два, это целый род войск беспилотных систем, где включают туда очень много подразделений именно вот по беспилотной системе. Это также беспилотная система не только воздушного типа, это наземного и водного. Все, что касается беспилотия, это все включает в себя этот новый род войск. Видимо, это не первая и не последняя встреча, которую проводит этот вербовщик, поэтому заходит он с козырей и сразу презентует преимущества. Одно из самых преимуществ этого нового рода войск – это то, что можно заменить срочную службу взамен на контракт. Вы все равно все столкнетесь, не сегодня, не завтра, через месяц, через два, каждому из вас придет повестка в военкомат, где вы будете все равно должны пройти срочную службу. Здесь же вам предлагают альтернативу – заменить срочную службу на контракт. Хорошая альтернатива, да? Вместо года срочки и так-то опасны в условиях военного времени. Студентам предлагают бросить учебу, или оформить академ, и подписаться в боевое подразделение. То есть абсолютно буднично поменять мирную студенческую жизнь и грядущую карьеру на войну. А дальше звучит самая главная ложь. Тут есть специальный контракт, его не надо путать с другими, которые сейчас до этого контракта в других родах войск, где он заключается и продлевается автоматически до конца частичной мобилизации. Тут же специальный контракт, повторюсь, он заключается на год, где четко прописано, что увольнение со службы по истечению контракта при желании военнослужащего. Соответственно, если вы нашли себя в этой сфере, продлеваете, служите дальше. Если нет, то пишется рапорт и увольняетесь с военной службы, приобретаете при этом большой опыт. Вербовщик лжет. Никаких специальных, особенных, уникальных контрактов в нынешних условиях просто не существует. После начала масштабной кампании по вербовке студентов все юристы и эксперты в один голос говорят: любой контракт с Минобороны продляется автоматически, пока действует путинский указ о мобилизации. Неважно, какие формулировки в бумаге, подписав его, вы попадаете в полное распоряжение военных. Это подтверждает и руководитель юридического отдела правозащитной организации «Школа призывника» Тимофей Васькин. Те контракты, которые агитаторы предлагают сейчас студентам в университетах для службы в войсках беспилотных систем, это самые обыкновенные контракты с Министерством обороны. Да, контракт на военную службу. Все контракты с Министерством обороны на военную службу в соответствии с пунктом 4 указа президента мобилизации продлеваются до окончания периода мобилизации. Власти сейчас предлагают заключить дополнительное соглашение к этому контракту, как бы приложение, в котором они прописывают, что, мол,
Значит, сторона Министерства обороны обязуется гарантировать службу в войсках БПЛА без перевода в другие подразделения и обязуется расторгнуть контракт по истечении его действия. Ну и там другие прочие вещи указаны. Но важно понимать, что это приложение, оно не является каким-то предусмотренным законом. Поэтому в случае, если власти это приложение к контракту решат не соблюсти, и молодой человек пойдет в суд, требуя расторгнуть контракт по истечении его срока действия, то суд вполне закономерно ответит, что контракт не может быть расторгнут, вне зависимости от приложений к нему или еще чего-то, или каких-то обещаний, потому что действует указ президента. Вернемся к нашей записи. Дальше вербовщик рассказывает о том, какие перспективы откроются после освоения беспилотной специальности в мирной жизни. И переходит к еще одному преимуществу перед срочкой – зарплата контрактника и особая беспилотная надбавка. Плюс к тому, что это соответствующий заработок, да, тут выплаты существенные, если будучи вы на срочной службе, там, кто-то, может, знает, интересовался у товарищей старших, кто уже служил, там зарплата, 2,5, там, максимум 3000. Тут вы будете получать как контрактник. В войсках беспилотных систем также предусмотрена надбавка в 300%. Это будучи, если вы на территории России, зарплата уже где-то 100-110 тысяч. Все это уже в разы больше, чем в других родах войск. Взять РДВ, ВМФ, РВСН. Дальше Вольных рассказывает, что ждет уже бывших студентов после подписания контракта. И это 40 дней. Рекрутер, конечно, имеет в виду учебу. При поступлении на службу по контракту в войска БПС предусматривается учеба. Сразу никто никуда не уезжает, там сейчас подумайте, что вы подписали, сразу поехали куда-то в бой. Нет, идет обучение. Сперва это обучение 40 дней на базе 90-танковой дивизии, где включается программа неделя общевойсковой подготовки. Все оставшееся время обучение по вашей должности, на какую должность будете назначены. Конкретно по своей должности идет обучение. После учебы 40 дней еще будет на полигоне в Донецке учеба. Там тоже в районе 30 дней уже все будете там применять все свои навыки, которые вам дали ЧБК, уже непосредственно отрабатываете. Учеба, да, все это учеба, она также оплачивается, никаких там это нету, что вы, если не принимаете участие, все равно, находясь даже в России, вы получаете все вот эти выплаты. И дальше становится очевидно, что вербовщик уже сталкивался с неудобными вопросами от студентов. На этой встрече его еще не успели заподозрить в обмане, но он уже начинает за него оправдываться. Если кого-то сейчас зададите вопрос, что вас могут перевести какие-то штурмовые подразделения, что это все обман, нет. Здесь конкретно проходят службу только в войсках беспилотных систем. Ни в какие штурмовые подразделения люди там не переводятся. Конкретно служат в войсках БПС. У них нет штурмовых подразделений, у них даже нет должностей обычного стрелка. Таких должностей они даже не предусматривают. Все должности касаемо именно беспилотных систем. Еще раз, в войсках беспилотных систем может не быть стрелков, но в Минобороны, с которыми заключается контракт, они есть, и их остро не хватает. Кампания по вербовке студентов началась ровно в тот момент, когда сразу несколько источников с разных сторон сообщили, что потери российской армии превысили набор новых контрактников. Именно поэтому и пришли за студентами, и на 5-й год войны никто не собирается думать об их правах и вспоминать об обещаниях, которые им давали в аудиториях. Нужны будут штурмовики, отправят штурмовики. По крайней мере, юридических препятствий этому нет. Специальное приложение к контракту или какие-то обещания Минобороны не могут иметь большее значение, нежели закон. И в этом смысле, если властям будет нужно, то они, конечно, вспомнят, что у них есть закон, который обязывает военнослужащего исполнять все приказы и который позволяет им переводить в рамках служебной необходимости военнослужащих из одних подразделений в другие подразделения, из одних родов войск в другие рода войск. И здесь тоже не может быть никаких гарантий. С одной стороны, конечно, мы можем через год снова собраться, обсудить и скажем, да, действительно, вот власти сдержали свое обещание, никого не перевели в другие подразделения, со всеми расторгли контракт. Проблема в том, что
это зависит исключительно от их, скажем так, политической воли. Если они захотят так поступить, они так поступят. А если не захотят, то не поступят. И для самих молодых ребят проблема в том, что выяснить это можно только опытным путем. То есть подписать контракт со всеми вытекающими, и потом спустя год проверять, да, переведут их, не переведут их, уволят их, не уволят их, и когда они пойдут в суды оспаривать и то, и другое, потому что другого пути у них не будет, да, то суд им скажет, что нет, нельзя. И чтобы окончательно снять сомнения, что это самая обычная вербовка от Минобороны, лишь приправленная пустым обещанием увольнения через год, дальше вербовщик продолжает выступление рассказом об условиях подписания контракта. И они абсолютно такие же, как у любых контрактников в республике. Что касается выплат, да, я уже сказал, надбавка это 300%. При заключении контракта от Удмуртской республики единовременно выплата 400 тысяч и федеральная выплата 400 тысяч. В сумме это 800 тысяч рублей получают кандидат единовременно сразу же при подписании контракта. Такая выплата у нас будет 800 тысяч рублей. Что касаемо возраста, ну, как бы элементарно, от 18 лет, от 18 до 45, категория годности по здоровью это годен, либо годен с незначительными ограничениями. Ну, плюс беседа с психологом, тесты небольшие. После этого вербовщик запустил 20-минутный рекламный ролик подразделения «Рубикон». На записи мы услышали голоса пропагандистов федеральных каналов и военных. Вопросов у студентов не возникло. Вопросы, может, у кого-то возникнут после просмотра. В общем, вот так вот работает войска беспилотных систем. Все работают удаленно, четко, сплоченно и качественно. Сплоченно и качественно пытаются работать вот такие вот вербовщики. Они прекрасно понимают, что никакого увольнения через год не будет, и они продают молодым парням билет в один конец. Но у них приказ, поэтому они идут на прямой обман студентов. И я очень рад, что ребята в большинстве своем это понимают. И из тех, с кем мы пообщались, никто не собирается ничего подписывать. Но это студенты нашего университета. В колледжах все может быть по-другому, да и методы вербовщиков могут меняться. Я думаю, что вот в университетах у агитаторов будет очень плохой результат по рекрутингу. В колледжах, скорее всего, будет результат несколько выше, просто потому что колледж, с одной стороны, и не воспринимается как способ избежать армии, в отличие от университета. С другой стороны, колледж воспринимается зачастую как просто какой-то неизбежный этап после 9 классов обучения, в отличие от университета. И в этом, значит, в колледже чаще оказываются молодые люди, к сожалению, с не самых благополучных семей в этом смысле. И там есть классные руководители, что тоже очень важно, да, в колледжах есть классные руководители, в отличие от университетов. И там чуть-чуть больше какой-то вот личный элемент присутствует во взаимоотношениях студента, колледжа и руководства, ну, в частности, да, классного руководителя. Этого элемента нет в университетах. И, кроме того, я думаю, что очень важно следить за тем, когда власти перейдут от массовой агитации к точечной, потому что то, что видно сейчас, власти, ну, руководство университета, точнее, да, они собирают как бы большие, значит, актовые залы, собирают туда всех или почти всех студентов, и вот как бы на массу этих студентов проводят пропаганду. Естественно, студенты, они вот как бы, да, чувствуют себя толпой, и они там, конечно, значит, воспринимают все это как смех, шутку, и им не страшно, когда они все вместе. Но не исключено, что власти могут перейти к точечной работе, и они будут вызывать отдельных студентов и в личном порядке с ними говорить, и тогда ситуация может быть совершенно иной, тем более, когда они начнут давить на не только вот на какие-то смешные ценности, да, на которые они давят там в этих публичных, значит, мероприятиях, на актовых залах, что ваших матерей изнасилуют или что-нибудь такое еще, да, что, в общем, воспринимается как какая-то шутка, потому что ни для кого это не реальный риск, скажем так, да, а когда будут вызывать лично и говорить, а вот у тебя там сестра болеет, мама болеет, помоги, пойди на службу, или вот ты там плохо очень учишься, у тебя там 5 этих, значит, пропусков на сессии, там, ну и так далее, да, то есть в личном порядке можно будет давить на конкретные боли конкретного студента и с большей эффективностью рекрутировать его на военную службу. Кампания по вербовке студентов началась недавно, и сейчас самый важный момент, когда правду о ней нужно донести до всех.
Поэтому подпишитесь на наш канал, так YouTube будет лучше продвигать это видео, и обязательно разошлите его знакомым студентам вузов и колледжей. Ну а если вы считаете нашу работу полезной, поддержите наш канал, оформив подписку на наш VPN по ссылке в описании. Нам необходимая поддержка, вам простой доступ в интернет без цензуры.